Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – танвин фатха. И мы проходили с вами огласовки фатха, дамма, кясра. Сегодня, иншаллах, мы продолжим эту тематику, но немножко в измененной форме. Итак, сегодняшняя наша тема – танвин фатха. Танвин фатха состоит из двух огласовок фатхи. То есть танвин фатха, две огласовки над строкой. И она означает ан с твердыми звуками, эн с мягкими звуками. Давайте несколько примеров напишем, чтобы более понятно было, как твердый ан и эн практикуется в кораническом контексте. Например, слово китабан. Кита, обратите внимание, бен. Вот она будет писаться таким образом. Китабан. Бен. Например, слово ардон. Ардон. Дон. Обратите внимание, дон. Ан китабан. Продолжаем тему. И следующий танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин касра. Ин. И она обозначается таким образом. Подстрочные две черточки. Касры и получается ин. И последний танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин дамма ун. Обратите внимание, надстрочные две огласовки дамма ун. Хотел обратить ваше внимание на несколько нюансов. Обратите внимание, у нас надстрочная фатха, подстрочная ин и надстрочная танвин дамма. Из чего они состоят? Обратите внимание. Фатха, нун сакин. Касра, нун сакин. И дамма, нун сакин. Вот эти правила нам пригодятся, когда мы будем проходить правильное произношение коранического текста. И к этому хотелось бы добавить. Танвин, фатха, касра и дамма всегда стоят в завершении слова над последней буквой. Это на что указывает? Это указывает, что слово завершено. Во-вторых, что это существительное слово. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.